Вы видите, как он оскорбляет директоров местных школ и бьет некоторых из них по лицу. В Таджикистане работники все чаще жалуются на оскорбления и унижение от руководителей. Но, по их мнению, с этим почти ничего нельзя сделать. Досмотрите это видео до конца, и мы расскажем то, о чем уже больше нельзя молчать. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Ругает директоров за то, что они не ценят независимость своей страны. Эй, ты, разве независимость страны не твоя независимость? В Таджикистане, по мнению правозащитников, одной из частых проблем рабочих коллективов является так называемый психологический абьюз – оскорбление и унижение работников со стороны руководителей. Унижаемые сотрудники при этом предпочитают не жаловаться, замалчивать проблему и не обращаются за защитой в госорганы. По мнению психологов, проблема обострилась в стране в период пандемии коронавируса из-за того, что люди стали больше бояться потерять работу. Джамшед Саторов уже 20 лет преподает музыку в классе ударных инструментов в школе номер 1 города Вагдад. Его ученики нередко занимают призовые места на различных конкурсах. В родном городе он уважаемая личность, но вот на работе от руководства он слышит в основном оскорбления. Впрочем, по его словам, то же самое происходит и с остальными педагогами его музыкальной школы. Для руководства школы говорить с работниками на повышенных тонах, по его словам, вообще стало нормой. Мужчина долго терпел, но в итоге не выдержал и уволился, когда из-за пандемии ему вдвое сократили зарплату. Попытка отдать заявление об увольнении вылилась в новые оскорбления и угрозы уже от более вышестоящего начальства, директора местного дома культуры. «Я записал на аудио все, что чиновница мне сказала. Такие вещи и оскорбления не могу произнести вслух на людях», — говорит он. «Смысл был в том, что я ничтожество, но стоило мне подать жалобу и попросить вернуть трудовую книжку, меня вернули на работу, будто и не увольняли». Юрист Шакирджон Хакимов говорит, что подобный психологический абьюз со стороны руководства в отношении работников в порядке вещей во многих государственных учреждениях и на предприятиях в Таджикистане. Об аналогичных случаях известно также в соседних Узбекистане и Казахстане. А какое у вас отношение на работе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам Хакимова, жертвы унижения со стороны руководства боятся потерять рабочее место. В Таджикистане сегодня очень тяжело трудоустроиться, и поэтому обращаются в суды в единичных случаях. Нередко эти случаи приводят к полной безнаказанности для руководителя различного уровня, замечает юрист. Привлечь к ответственности агрессивного начальника очень сложно. Даже после того, как люди этого добиваются, руководители соответствующих структур продолжают свои злоупотребления, в том числе создают именно им такой морально-психологический климат, когда работать становится невыносимо, подчеркивает Хакимов. Психолог Махмуд Кабиров говорит, что ситуация с оскорблением со стороны руководителей особенно обострилась в нынешнем году. Экономическая, социальная и прочие проблемы в обществе вывели это все на другой уровень. К тому же страх заболеть плохо влияет на психическое здоровье людей, говорит специалист. А вот в Федерации профсоюзов Таджикистана говорят, что ни одной жалобы от оскорбленных работников за последние 3-4 года не могут даже припомнить. Федерации уточняют, что, возможно, это связано с тем, что пострадавшие обращаются напрямую в органы. Гражданин, вне зависимости от места работы, специальности и социального положения, имеет право обратиться к нам и в другие органы с жалобой по любому трудовому правонарушению в своем отношении, подчеркивает Али Ибрахим Саизода, юрист Федерации профсоюзов Таджикистана. И вы это запомните, пожалуйста, не стоит терпеть насилие на работе. Если обратятся к нам с такой жалобой, мы поможем подготовить документы для передачи в правоохранительные органы и поможем добиться правосудия. Однако юрист Хакимов замечает, что нередко люди, которые подвергаются психологическому абьюзу со стороны начальства на рабочем месте, элементарно не знают, куда и кому они могут на это пожаловаться. Так что мы еще раз вам говорим, что вам могут помочь трудовые профсоюзы. Они не просто так существуют, они действительно могут вам помочь. И не стоит бояться, ведь чем больше мы боимся, чем больше мы молчим о проблемах, тем больше мы развязываем руки своему начальству и сами даем им право нас унижать. Это должно закончиться. Бывали ли случаи, когда после избиения, скажем, местных фермеров или же учителя или фермеры просто кончали жизнь самоубийством? На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.